Певец радости бытия. Именно с Федота Васильевича Сычкова в Мордовии начинается история профессионального изобразительного искусства. Директор музея Людмила Нарбекова напоминает уже почти хрестоматийную историю официального признания народного художника Мордовии. После того, как делегация из Академии художеств приехала в Саранск в середине 30-х годов, и после просмотра тогда такой, нашумевший, по-моему, вторая была республиканская выставка, где было очень большое количество выставлено работ Федота Васильевича Сычкова, и Бродский сказал, что да, у вас есть единственная звезда, к которой нужно стремиться, с кем нужно, конечно, брать все самое лучшее, и, в общем-то, конечно, Федот Васильевич Сычков на протяжении всей своей творческой биографии щедро делился с художниками начинающими, малоизвестными, делился своим опытом, своим талантом. Последний фильм о Федоте Васильевиче Сычкове в Мордовии сняли в 1993 году. Назывался «Кочелаевская палитра». За 25 лет изменилось многое. К тому же есть что добавить искусствоведам нового о творчестве Сычкова. Конечно, хотелось бы записать тех уже, в общем-то, оставшихся единицы в живых людей, его натурщиц, его односельчан, кто, естественно, о нем помнят, знают, могут рассказать. Конечно, будем брать большое количество интервью этих людей, чтобы как-то, конечно, это все осталось на следующее поколение. Съемки фильма пройдут в местах, так или иначе связанных с жизнью и творчеством Федота Васильевича Сычкова. В Кочелаеве, на его родине, в Наровчатском районе Пензенской области и в Пензе, куда художник ездил к другу-живописцу Ивану Горюшкину-Сорокопудову. Будущий фильм откроет ряд праздничных мероприятий, посвященных 150-летию живописца. Его юбилей отметим в 2020 году. А кроме того, будет капитально отремонтирован дом-музей Сычкова и установлен новый памятник. Глава Мордовии подписал соответствующее распоряжение. Татьяна Бебинова, Владимир Ильин. Наши новости.